Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и мы продолжаем изучать признаки равенства треугольников. На предыдущих занятиях мы озвучили, мы говорили о том, что существует два признака равенства треугольников. То есть мы можем, не накладывая два треугольника друг на друга, определить, равны данные треугольники или не равны. О равенстве треугольников, вообще о равенстве фигур мы с вами говорили в самом начале, когда изучали вообще, что же такое геометрия, что же такое равные фигуры. Вспомним, о чем говорилось в первом и во втором признаке. А там говорилось о том, если две стороны одного треугольника и угол между ними равны соответственно двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники называются равными. То есть нам было достаточно доказать, что две стороны равны, и угол между ними одного треугольника равен соответствующим двум сторонам другого треугольника и углу между ними. Второй признак говорит о том, что нам достаточно доказать, что одна сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника равны соответствующей стороне и двум углам, прилежащих к ней углам другого треугольника. Тогда данные треугольники тоже равны. Но существует еще и третий признак, который говорит о том, что если три стороны одного треугольника равны соответственно трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники тоже называются равными. То есть на языке геометрии, если нам дан треугольник ABC и дан треугольник А1, Б1, С1, то эти треугольники будут равны между собой, если сторона АБ будет равна А1, Б1, БС будет равна Б1, С1, и АС будет равно А1, С1. Как вы заметили, во всех трех признаках нам нужны три компонента. В различных комбинациях, но тем не менее три компонента. Давайте данное условие перенесем на наш рисунок. Итак, АБ равно А1, Б1, БС равно Б1, С1 и АС равно А1, С1. И в этом случае мы скажем, что если это условие выполняется, следовательно, данные треугольники равны. Конечно же, данный признак требует доказательства. То есть нам нужно доказать, действительно ли это так. Может быть, этого недостаточно. Конечно, если мы бы с вами работали на уроке, то мы бы построили треугольники, два треугольника, которые бы имели определенные длины сторон. И в этом случае мы бы путем наложения одного треугольника на другой бы проверили, действительно ли данные треугольники равны или нет. Но, к сожалению, в геометрических задачах мы не можем это сделать. То есть мы не можем наложить один треугольник на другой так, чтобы все вершины совпали, чтобы все углы совпали и все стороны. Поэтому нам нужно будет рассуждать через признак равенства треугольников. Ну а теперь доказательства. Итак, для того, чтобы доказать, что эти треугольники действительно равны, опять же вернусь к тому, что треугольники называются равными, если при наложении их друг на друга стороны, вершины, а также углы абсолютно совпадают. Но доказывать мы будем немножечко в другом аспекте. То есть, я опять же говорю, наложить мы их друг на друга не сможем. И попробуем доказать так называемым доказательством от противного. То есть я предполагаю, что я этот треугольник А1, Б1, С1, коли он равен треугольнику АБС, должна наложить на треугольник АБС. И давайте это визуально просто изобразим. То есть если у меня был треугольник АБС, если у нас был треугольник АБС, и давайте просто представим, что мы взяли этот треугольник АБС и на этот треугольник наложили треугольник А1, Б1, С1. Причем так, чтобы сторона АС легла на сторону А1, С1. Представляете, да? То есть я взяла и просто наложила. И допустим, что данные треугольники не равны. То есть вершина B не совпадает. То есть есть какой-то треугольник ABC и есть какой-то треугольник
А1, Б1, С1. И я его изображаю. То есть мы приблизительно, ну, предполагаем. То есть это метод доказательства от противного. По условию у нас сказано, что АБ, вот эта сторона АБ равна стороне А1, Б1, а сторона БС у нас равна стороне Б1, С1. Соответственно, давайте их обозначим. BC равно B1, C1. Естественно, сторона AC общая, она является и для одного треугольника, и для другого, следовательно, ну, длина ее не меняется. Но мы предполагаем, что все-таки вершины данных треугольников у нас не совпали. Что я сделаю? Я соединяю данные вершины B1, и найду середину данной стороны, обозначу, допустим, через М. Дальше. Я соединю А и М. Что у меня получается? Обратите внимание. Если у меня дан треугольник B1, А1 и Б, то есть треугольник B1, А1, Б, то этот треугольник является у нас равнобедренным. Равнобедренный. Почему равнобедренный? Да потому что А1, Б1 равно АБ. Это по условию. Так как прямо запишем. АБ у нас равно А1, Б1. Данные стороны у нас равны по условию. Я так и запишу. Ну а теперь обратите внимание. В треугольнике B1, А1, Б или в треугольнике B1, Б, так как точки А и А1 совпадают, АМ у нас является чем? Медианы. Правильно? АМ. Потому что мы взяли дополнительное построение вспомогательное. АМ это медиана. Но по нашему свойству данная медиана будет являться высотой. Следовательно, это и есть высота. Ну, это есть и биссектриса, но меня интересует именно высота. Если это высота, следовательно, вот этот вот угол будет у нас, мы предполагаем, что он будет равен 90 градусов. Аналогично мы рассмотрим следующий треугольник. B1, B, C. Ну, давайте 1 возьмем. Хотя B1, C, B тот же самый треугольник, так как вот эти вот точечки у нас совпали. Данный треугольник тоже является равнобедренным треугольником, так как по условию у нас B1, C1 равно BC. Опять же, это условие, по условию. А наша точка М и в этом треугольнике является серединой B1, То есть я могу сказать, что CM является опять же медианой. То есть я могу сказать, следовательно, CM это тоже медиана. Но если она медиана, следовательно, она высота. А теперь вспоминаем. То есть этот угол тоже у нас прямой. Ну а теперь вспоминаем. Если две прямые одновременно перпендикулярны третьей прямой, то есть АМ высота, угол 90 градусов, тогда АМ перпендикулярно B1, Аналогично CM у нас тоже перпендикулярно B1, Но если две прямые перпендикулярны одной прямой, следовательно, данные прямые должны быть параллельны между собой. Но дело в том, что, ну, во-первых, мы визуально видим, что этот угол не прямой, а во-вторых, мы, естественно, видим, что прямая АМ и прямая МС, они не параллельны. Следовательно, это противоречит нашему утверждению. Так, и запишем. Если CM перпендикулярно B1, это все запишем, и АМ перпендикулярно B1, опять же, так как это является высотой, мы уже выяснили, следовательно, CM должно быть параллельно АМ. Но у нас, CM не параллельно АМ. И мы в этом убедились. Еще раз, CM не параллельно АМ. Следовательно, наши точки B1 и B не могут быть различными.
То есть они обязательно совпадут. Следовательно, точка B1 совпадает с точкой B. Что в принципе и требовалось доказать. То есть если мы видим, что у треугольников длины трех сторон соответственно равны длинам трех сторон другого треугольника, то такие треугольники называются равными. Данный признак мы будем с вами использовать при решении задач. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.